Информационная программа «Вести кудым карвелищ тианкат» студия Анрина Батуева. Бур рыд джен таталоня тема азилищ. Кудымкарский район строится модульный фельдшерско-акушерский пункт. Кудымкар началась маэстро кухни-нема гастрономический фестиваль. Карищ музей археологический объект из реставрация. Кудымкарский район строительство модульный ФАП. Медуджасычан вечкачан учреждению округын. Здравоохранение лишь объект из бурчатана очлань. Колям года округын строительство, когда с фельдшерско-акушерский пункт. Годыч года не особенно. Вель годыч эше тикфа поща с Кудымкарский районын. Москвино деревня строительство модульное учреждение. Мы строили ФАПы как по проектам районным, так и по типовым проектам Лукойла. В этот раз, находясь в Москвино, мы можем показать ФАП, который строится по отдельному проекту, модульный проект. В Кумбермянском округе это не единственный объект, который в настоящее время возводится. Активно идет строительство медицинского объекта в Майкоре. В ближайшие дни будет сдаваться объект в поселке Усть-Черное. Вильвичкачан учреждению Керисатория проект черты, а не подрядчик лошадче объектлан сдача гежа. Модульный ФАПен югджирез, эмэш фельдшерлан уджаланы процедурный кабинет тез. Шону цанузе лошадя медработники пациенты спонда. Медикаменты с виджем понда суфтатаса виль холодильник. Оштемлан лунач ваяса мебель и колана оборудованию. Нам очень важно, чтобы построенные ФАПы не стояли. И для того, чтобы эти объекты были оснащены и оборудованием, и кадрами, действует специальная программа государственная в Пермском крае. В частности, что касается кадров, помимо программы «Земский доктор», существует программа «Земский фельдшер», где для того, чтобы молодой специалист поехал работать там, где существует ФАП, есть очень серьезная государственная поддержка на уровне 500 тысяч рублей в виде подъемных. Это ФАП песпонда кытын некин лауджавны, Москвинон же уджалиш им, чужалоасы и бурусловиез. Этот модульный ФАП, который возведен в деревне Москвино для всей москвинской территории, и он здесь давно уже нужен, потому что вот то здание ФАПа, которое уже отслужило свой век в деревянном исполнении, оно уже тепло совершенно не держит и не соответствует современным требованиям. И мы рады, что вот модульный ФАП, он фактически построен. Администрации района была Министерством здравоохранения передана сумма 665 тысяч рублей, чтобы мы построили все инженерные сети к этому модульному ФАПу и сделать благоустройство. Кычыч проект черт документы с абушетамаш деревняш олищес вечкачина фаплан ваш зданион. Учреждение кытан ыны вечкаты наутирас аварийное состояние. Ваш мам Джордж Джурта, крыша вежица асланы свынын, и выдана свечища на кар ошта савиль фап. Умалис была ведет, когда с год чернататну уджала быданнысын радийтана фельдшер Валентина Васькина. Юралищес етадана кыч добросовестно медицинская работникас. Этому зданию уже 60 лет. То есть тут был когда-то уже капитальный ремонт, это тоже еще до моего появления тут. Потом был косметический ремонт где-то лет 10 назад. Тут, ну вот видите, вот это все внутри сделали. Ну, холодно, очень холодно. В 2016 году у нас в феврале месяце крыша полностью рухнула, провалилась. Ой, в итоге в течение 2 недель я вот тут работала в этих условиях, можно сказать, и без крыши. И вот 8 марта, да, мне мужчины москвинские сделали подарок. Утром они у меня к 9 часам все в ФАП собрались. И, в принципе, до 4 часов мне крышу сделали полностью, новую крышу. Валентина кыч деревня шубыдас олищез, юна вичиша виль зданию вуджам. Кычач гордлента из орета уджала никак не условиезен. Учат и учат пациенты за спримита татан, и ветле тотир дына гортеза. Здравоохранение шань буркожин ветчища таво. Медбейсия, деревня вермислептина медицинское обслуживание лишь уровень. Я очень рада, что новый ФАП наконец-то у нас построили. И надеюсь, что в принципе там у нас будет и меньше проблем, и будет тепло, и здание будет качественное. И надеюсь, что более качественно буду обслуживать население и оказывать медицинскую помощь.
Оман приками пашта муна уч сывыл медбекерна медицина саотер дына матынжикан. Кудымкарский район ос кольче бокын. Фаппис строитам сюжета суфтатам моггез. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Кудымкарн пожарный скусается Компермятский краеведческий музей. Объект вылн уджалис быцан команда. КК транга сочем, что мы субботим перемякнем краеведческий музей ланзданион. Пожар в локтиса карич будес пожарный расчет тез. Это когда музей валиса отир. А сичкач объект чегут архитектурной конструкции уджавны колис перыта. Экипаж жезлан командир из места вылын лошадиса спасательная операция понда тактический план. Обнаружен пострадавший, второй этаж. РТП-1, РТП-2 доложил установку. Пожар на первом этаже в кабинете, связи, что у него обнаружен. 2 человека ставили, одного нашли. Музей нуджалище спонда пожар вали условный, а пожарная часть один сулалися черт моггез. Пожарные змычалися шекут сочем коста уджалым. Не участвуйтесь итоговое контрольно-проверочное учение ЗН. Проверяется техника опорного пункта тушения крупных пожаров, которые происходят на территории Коми-Пермякского округа. Вот. Задействован весь личный состав, который по штату находится в 62-й пожарной части. В рамках этого учения будет ставиться оценка мной как начальником гарнизона действия каждого должностного лица, который является на пожаре, который принимает участие в тушении пожара. Кусатем коста пожарный спирита аджиса как мортас. Пострадавшие защитится квалифицированный отцет. Музей ландздания – объект уникальный. Пожарные злоколись не только местет, но и разбищань, но и безопасный нотный спасательный удж. Медбы не дойдны экспонаттез и сохранит на музей лишь культурное наследие. Хочу сразу сказать, никто не знал, что там были двое условно пострадавших. Ребята с задачей справились, поэтому я считаю, что оценка удовлетворительна. Все службы, которые у нас там нештатные, управления, газодымозащитные видели работу. Пожарно-тактическое учение с коста до речи спыртиса уджа техника до современное оборудование. Когда бура от салоса чем мезен. Год техническая база модернизирует она. В ходе учений отрабатывались вопросы взаимодействия с дежурным персоналом, то есть персонал, который находится на объекте. Отработаны один из способов спасения людей, то есть при помощи спасательных устройств, которые входят в состав дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, которые мы применяем в ходе тушения пожара в непригодной для дыхания среде. Мы непосредственно в сложных условиях, создавая их там, в учебном процессе, отрабатываем действия по спасению, по выполнению тяжелых работ на пожаре, именно в дыхательном аппарате, чтобы каждый газозащитник почувствовал, что это такое, как надо распределять внутри себя нагрузку, для того, чтобы меньше тратить воздуха, потому что воздух ограничен, каждый аппарат, он рассчитан примерно на 1 час работы. Условный пожарный экипаж зуджалый сабура. Контрольно-проверочное учение занквайдаскакет пожарная часть. Помало велочан год. Личный состав мучалась боевая подготовка и профессиональный навык кез. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Том кулинар развермащится шоян лошатымын. Профессиональная кухня выл акшиса стоша, унажик участник. Торжественное открытие 6-го гастрономического фестиваля «Юный маэстро кухни». Команды школьников из города и районов Коми-Пермякского округа сразятся за звание лучшего в профессии повара. Всего 30 команд и более 100 участников. Для работы вам дается 40 минут. Время 10:30. Стартуем. И вот дан старт. Профессионалов здесь нет. Дети осваивали кулинарное искусство дома, учились у родителей. Тимофей Радостев сегодня впервые принимает участие. В его арсенале салат из квашеной капусты по рецепту бабушки. Это блюдо холодное, подается. Я его любила делать бабушка. Квашеная капуста, перец сладкий, картошка, укроп и сыр. Всего несколько номинаций. Холодная закуска, горячее блюдо, современное национальное блюдо, десерт, черный ящик. Виктория Ковач уже не в первый раз удивляет всех присутствующих сладким блюдом. В этот раз девушка решила сделать его не только вкусным, но и полезным. Мусс из черники богат витаминами. Посоветую тому, кто следит за здоровым образом жизни, за здоровым питанием. Это будет идеальным завтраком, и обедом, и ужином. По словам жюри, ежегодно работы становятся все лучше, а у некоторых участников и профессионалам есть чему поучиться. Но, наверное, самое главное для молодых людей – это опыт, который пригодится и для профессии, и для повседневной жизни.
Год от года уровень растет. Вот я даже вот не хочу обидеть профессионалов. Здесь можно профессионалам даже поучиться. Есть такие работы на уровне профессионалов. Я сегодня такой создал термин полупрофессиональный конкурс. То есть он как бы любительский, но не дотягивает до профессионала, и как бы полупрофессиональный конкурс. Основное условие для всех участников – использовать в приготовлении дары лесов округа. За это дополнительные баллы. Да и материал для приготовления благодатный. Мы собираем пестики, грибы, бруснику, клюкву, чернику, морожку. У них много витаминов, они свежие, они натуральные продукты. Наблюдать за работой юных поваров могли абсолютно все желающие. В большом зале ресторана были установлены 2 телевизора, где, в принципе, видно абсолютно каждое действие юных поваров. Участие в фестивале дает возможность школьникам определиться с будущей профессией. Победители прошлых лет поступали в техникумы Кудымкара, Перми и Екатеринбурга по профессии повара. Ребята, которые вернулись к нам на наши предприятия, даже не только на наши предприятия, а в целом на предприятия города. И вот это, наверное, самое главное. Ну а самое главное, надо помнить, поздно или рано все наши девочки, а это основная масса участников нашего конкурса, станут мамами, станут женами. И они, естественно, должны уметь готовить правильно. И вот подведение итогов. В каждой номинации определены победители 1-го, 2-го и 3-го места. А гран-при в этом году взяли участники 2-й школы города Кудымкара. Дмитрий Буланов, Алексей Быков, Вести Пермь. Театр на колесах нема кукольный театр. Бошти скульптура да искусство шерти премия. Кукольный театр кольче интересный да ашама орсанан челять понда. Кариш кужишкия да творческой инкез витат годни нуатаны медучат зрителей с понда удж. Театр на колесах нема кукольный театрын вылыса сутатамаш неотик спектакль, каднабычима примитиса и челять и уджит. Наш проект победил в номинации «Уникальный творческий проект в различных видах искусства». Идея создания кукольного театра в Компермятской детской библиотеке у нас возникла давно. Задолго до проекта были налажены связи, контакты с художником и режиссером. А в 2013 году мы написали проект «Театр, где оживают сказки». При поддержке Министерства культуры Пермского края реализовали его. В результате у нас заработал кукольный театр. Лиса и зайчата да моток пряжи нима спектаклез вылыса мычаламаш и округ сайын. Постановки избыт прыщазората началять лишь интерес, матншатана не варвакат, да ошта началять ожен вывлытом сказка. Как говорил великий Станиславский, для детей надо писать так же, как для взрослых, но только еще лучше. Детей вообще нельзя обмануть. Театр для детей это всегда праздник, это хорошие красивые декорации. Сказка для детей это всегда чудо. И самое главное для меня это горящие глаза моих артистов. В этом спектакле спондаволыса вурамаш куим дас гагар кукла, керамаш ширмес, дамадик бас акторез. Кычу из проектлан художник-декоратор, быт кукла ася старайчи спуктыны мыка ашама, медбаакань актисас пучкас эмоциез, каднавиджис юрас режиссер. Мне было важно создать такую куклу, чтобы не было таких кукол еще. То есть чтобы что-то новенькое, чтобы привлечь людей. Вот. Ну, я думаю, что у меня получилось, потому что я вижу радость в глазах у детей. Вот это, наверное, самое главное, то, что мы хотим получить от нашей работы. Проектлан творческой группа очлан нуата аши смокса, сутата виль спектаклес, кожнала учат челядла гаш да бур настроению. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кариш музей муна шерпацизлан да археологический предмет тизлан реставрация. Музей жуджалыще сберегитаны Парма Пондадона да Колана Торрез. С юбилейной кар Понда года мады Колан получитиса Субботин пермяклан шерпасез. Ани художниклан уджа сбертиса нибор горта, аслана свиль да басак вевдаран гажота на музейлыш гощезас. Ежегодно мы реставрируем 10 и более музейных предметов. Это происходит в рамках государственного задания. В настоящее время уже отреставрировано 6 картин, и на реставрации еще в процессе завершения находятся 5 археологических предметов. Относятся они к 7-9 векам, найдены на Уринском и Коневском могильниках.
Кышторечес музейлан ужалыш Черпассез муниса быткоть процедура эспырьет. Медбыдыржы кештырмис холст да краска реставраторез лаколыс пуктынысы че унавын да кад. 2019 это год, когда еще одному нашему художнику исполняется 120 лет. Это Иван Иванович Крохолев. Очень интересный художник. Искусствоведы его называют художником наивного реализма. Ну, а на самом деле это был художник-самоучка, который родился в 1899 году, и его жизнь была очень тяжелая. Картины, которые мы отреставрировали в этом году, они написаны в 30-е годы. Это «Труд для своей одежды», «Бор-беломошник» и «Трактора в поле». Сиджа реставрация аутошеданы археологический предмет тез. Шишима так мысат векша браслет да гребень, а сиджа подвеска ложка вылын уч помаще. Чожаные пожасачевны музейлан выставка из Коста. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Компермятский этнокультурный центр уджала бычам вели выставка. Ширетам Черпассез кыям коверрез банышкерам юркычез, быдас это гажета щин да ошта виль возможностез виджетыщез оджин. Челядь да уджиджи котер каднавайса ащинес уджезнеса творчество без границ нима выставка была, быдня же развивайтана ащинес кужем мезнеса, кераны вевлатам басак торрез. И здесь представлены работы людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Проводит эту выставку этнокультурный центр совместно с благотворительным фондом «Деревня Светлая». В выставке принимают участие работы людей разного возраста. Аскиезан кера мудж быт пршавая мастерезла ыджит гаж, спокой да заротага гориш мирды на интерес. Сидж выставка вылыш позже кажавны уджез, кадна керамаш джир варвага гориш материал лезиш. На выставке представлено около 50 работ. Участников немножко меньше, потому что у некоторых участников представлены работы в разных жанрах, в разных номинациях. Значит, здесь принимались тканые работы, ткачество, ковроткачество, вышивка, вязание, художественная обработка бересты. Выставка пунда суджавна декабрь помощь. Вежалунша елка выланчелядяс оттяласа, кожналаса подарок кез. Уджуджи кужишки амортезас, сиджа вичишаны бычам кожиннез. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кудымкарский район ишкыз муна велигод вела уна кареза и быткодь регионнеза. Елки из Кудымкарского района увозят в города-миллионники. По словам местных предпринимателей, в основном ели ждут в Астрахани, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи. Причем стоимость столицы на новогоднем базаре одной ели достигает до 5000 рублей. Главными конкурентами в больших городах кумипермятским елям составляют нормандские елки с плоскими иголками и датские пихты, но они выходят намного дороже. В округе главное украшение праздника срубают на полях сельскохозяйственного назначения, где они считаются сорняком. Но в любом случае поля нужно очищать, значит, государство не в силах, поэтому нужно в любом случае эти поля невостребованные предпринимателям передавать. Но елочки на Новый год с их территории готовят. И сечка живели года школьчи сначеча, Кудымкарлич площадь пондач собчом счетный юиш далымиш скульптура эзен. Мы мастеритана, тадисмен корреспондент Дмитрий Буланов. Буквально за пару дней на площади в городе Кудымкаре появились первые ледяные скульптуры. Совсем скоро и ледовый городок будет полностью открыт для всех желающих. Ледяные горки, лабиринт, ограждение для елки. И это только самое начало, утверждают скульпторы. За несколько дней площадь полностью преобразится. Шестой год подряд в Кудымкаре вместо снега используют лед для создания скульптуры. Для украшения вырезают коми-пермятскую символику. Сейчас перед художниками стоит задача сделать 3 поросят и Деда Мороза со Снегурочкой. Детей много, все пытаются потрогать, ломают. Поэтому делаем такого более антивандальное, можно сказать даже. Чтобы не поломали, чтобы ни на кого ничто не упало. На финальной стадии ледяной цилиндр. Осталось только обжечь лед огнем. Это делается для того, чтобы скульптура стала прозрачной, и прямо через лед можно будет фотографироваться. Прекрасно, особенно когда вечером, когда огоньки все горят. Красиво, в общем, для нашего города очень хорошо.
Главное праздничное мероприятие на городской площади начнутся со следующей недели. Пройдут новогодние елки, где 5 отличившихся школьников наградят знаками отличия гордость Пермского края. Уже с этих выходных стартуют городские соревнования по лыжным гонкам, открытие зимнего сезона на лыжном комплексе ДЮСШ, также открытие новогоднего турнира по самбо среди юношей. Кудымкарский плавательный бассейн пригласит на новогодний турнир по плаванию среди учащихся с 1 по 11 классы. Ну и, конечно, встреча Нового года пройдет на городской площади, где 31 декабря с 10 часов вечера запланирована концертная программа. А вот здесь, на старице реки Иньва, происходит заготовка льда. Огромные глыбы выпиливают и доставляют на площадь. Кстати, работы будут продолжаться до 25 декабря. А 26-го ледовый городок будет полностью закончен. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Сиджакар басакшетаса лымбабаез ниякерана олищез. Тывша вермашем мезлашети со старт, кудымкариш олищеза скорно активно участвует на вельготча конкурсезен. Администрация юорта кык конкурс елищ. В преддверии Нового года в городе Кудымкаре объявлены конкурсы на самый пожаробезопасный жилой дом Илымбаба-2019. Заявки на участие в конкурсе на самый пожаробезопасный жилой дом подаются собственниками жилья. Объектами конкурса являются как частные, так и многоквартирные жилые дома. Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных и частных жилых домов при объезде конкурсных объектов. Творческой морты скорно пыртны олана ашама идеяз и керны вельготки же лымбабаез. Конкурсанты шанвитчишина бычам да басок снеговик кезас. Не суфтатаса кудымошлан аллеявлын. Творческая уджиз и фантазия отцала салашетны карн вельготча настроению. Лымбабаез лоаса кудым карпонда бур вельготча кожинан. В рамках конкурса «Лымбаба-2019» горожанам предлагают создать объекты в виде снеговиков с использованием вторичных материалов. К участию в конкурсе приглашаются жители и гости города, а также авторские коллективы. Конкурс проводится по номинациям многоквартирные и индивидуальные жилые дома, образовательные учреждения, предприятия, организации и торговые объекты. Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией с выездом на место. Победители ждут дипломы и ценные призы. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку с фотографией конкурсного объекта и указанием местонахождения, а также контактными данными на электронную почту администрации города Кудымкара adamkut@mail.ru или принести в администрацию города Кудымкара в 206 кабинет. Это было менталом БДС велич панташа машина в нас БДС бурса аддишлтадж.